Посмотрите наш родной Алдан. Тобук. Вот что творится. Эти кадры из Алданского района попали в соцсети в конце августа. Поскольку на носу выборная кампания, власти, обычно очень терпимые к таким вещам, всполошились. Глава района заявил, что берет расследование под личный контроль. Из Якутска прилетел вертолет с целью найти источник отравления реки. Легче властям не стало. Выяснилось, что кто-то из недропользователей отравил сначала реки Малый и Большой Немныр, а уже оттуда вредные вещества попали в реку Алдан, распространившись на 300 километров по течению. Месторождение, с которого пошла утечка, нашли, но недропользователя, устроившего экокатастрофу районного масштаба, власти не назвали, вероятно, не определили. В районе выдано около 170 лицензий на золото. Поди разберись. А даже если найдут, то отделается он, скорее всего, символическим штрафом. Как и все, кто изрыл алданскую землю такими вот карьерами по 50 и более метров глубиной. И потом забыл о рекультивации почвы. Само зарастет. В этом году Якутию потрясло еще одно событие. Покончил с собой ее житель, выловивший 10 осетров, и за это получивший штраф в 10 миллионов рублей. Он же не алмазно-золотой олигарх, чтобы уйти от закона. Таких обычно ловят. Новая угроза природе Алданского района возникла в этом году со стороны лесорубов, готовящихся приступить к вырубке заповедных лесов на территории верховий реки Амги, в особо охраняемой природной территории, между прочим. Встала угроза моим родным лесам Алдана и Амги в том, что придут пришлые рубщики из Иркутской области со сроками аренды 46 лет, 49 лет. И встала угроза исчезновения нашей флоры, фауны, дикорастущих и эндемиков, растений-эндемиков, которые мы можем найти только вот в этих наших лесах Алдана и Амги. Лесорубы, наконец, выиграли суды у представителей общин коренных народов, протестовавших против вырубки. На днях на Амге побывала группа общественников-экологов во главе с Афанасием Алексеевым. Вот что они увидели. Готовую к работе технику, которая пока еще ждет. Чего именно? Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства сделало все для того, чтобы на сегодня уже вторые арендаторы с теми же названиями Вудленд и Ангара-24 зашли в наши леса. В Верхней Амге, а это район Алданский район, значит, пригнали тяжелую специальную технику. Эта техника стоит до поры до времени, и я предполагаю, что пройдут вот эти выборы и начнут разорять наши леса. Партия КПРФ оказалась пока единственной, кто на стороне общественников-экологов выступил в защиту лесов Амги. Их массовая вырубка может привести к тому, что река потеряет свою чистоту, что начнутся неконтролируемые процессы в почве. Поэтому борьба коммунистов будет продолжена, несмотря ни на что, вне зависимости от исхода будущих выборов и прочей политической конъюнктуры.